Третий модуль проекта «Новые медиа Абхазии» открылся со встречи с официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой. Второй день был посвящен работе в мастерских с мастерами программы Владимиром Табаком, Эрнестом Мацкевичусом и Андреем Писаревым. Вечером же состоялся книжный клуб, который провели Владимир Табак и Кристина Потупчик. «Новые медиа Абхазии» – проект, помогающий молодым журналистам, блогерам и предпринимателям отточить свои навыки, создать качественный контент в цифровой сфере, получить большой опыт от профессионалов, а также дающий шанс реализовать свои личные проекты. Абхазская журналистика всегда отличалась своим профессионализмом. Абхазские журналисты всегда отличались своим уважением к читателю, к зрителю. А жизнь идет вперед, приходят в нашу профессию новые современные методы, новые подходы. И поэтому, освоив их, и я уверен, что абхазская журналистика, абхазская блогосфера будет еще профессиональнее, еще качественнее. И это все на пользу будет нашей страны. На первых двух модулях в Пицунде участники получили теоретическую часть программы. Третий же модуль прошел в Москве и позволил участникам приехать в гости к мастерам, увидеть их работу воочию, ознакомиться с внутренней кухней таких известных программ, как «Жить здорово», «Умники и умницы» и «Поле чудес». Россия – это большая страна с большим опытом, профессионалы, которые огромную аудиторию имеют. И для нас, для Абхазии, для маленькой страны очень важно этот опыт получать. И я благодарна, что я здесь, что я могу вот так напрямую задавать. Вот сегодня у меня была возможность, мне кажется, где бы я еще смогла задать вопрос Марии Захаровой, вопрос, который волнует наше общество. Я как бы от лица нашего общества смогла этот вопрос задать. Информационно-политический телеканал «Соловьев Лайв» позволил участникам вместе с экспертами провести прямой эфир. Участники были поделены на 5 команд. Они должны были в течение ограниченного времени распределить роли и подготовить новости. В общем, эфир длился более 2 часов. Также у нас была возможность попасть на информационно-политический канал «Соловьев Лайв». И была возможность, кстати говоря, поделиться на команды. У нас было 5 команд, и мы были в течение 20 минут в прямом эфире со спикерами и обсуждали очень интересную тему. И достаточно интересно это все прошло, и это был для нас такой первый и масштабный опыт. В ходе лекции Марии Захаровой задали интересный вопрос – как создать положительный образ Абхазии, на что она ответила – искусственное создание чего-либо имеет противоположный эффект. Фишка же Абхазии в ее естестве. Эта мысль о сохранении своей идентичности красной нитью проходила сквозь весь модуль. Я когда готовилась, вот такие ощущения у меня были, что вот встреча, беседы на вот таком высоком уровне, это всегда что-то, ну, может быть, сложное для понимания, такое, может быть, непростое. И тут вдруг оказалось, что атмосфера была очень комфортная, уютная. Это такой позитивный вайб, который исходил от Марии Владимировны. И, конечно, ее, ну, вот эта коронная, потрясающая способность спокойно, убедительно излагать факты, когда ты вовлекаешься, ты весь во внимании, невозможно, ну, просто невозможно ни на что отвлечься, ничто другое не интересует. У каждого участника свой личный медиапроект с различными темами и целями, однако их всех объединяет одна общая цель – развитие своей страны. В рамках третьего модуля участники презентовали свои проекты экспертной комиссии, получили советы и наставления для их улучшения. У нас есть у каждого возможность презентовать свой проект. Мой проект называется «Рестарт. Перезагрузка». Это серия мотивационных тренингов для нашей молодежи, чтобы действительно наша молодежь вдохновилась, мотивировалась, да, на амбициозные поступки в своей жизни. Это первый масштабный проект такого рода. Помимо захватывающей программы, участникам запомнились яркие творческие конкурсы, направленные на сплочение команд. День перед отъездом вечером был очень интересный конкурс. Мы разбились на команды, и нужно было всем вместе нарисовать фрагмент картины. А потом эти фрагменты, как мозаика, все соединялись, и получалась единая картина. Это было очень интересно, мы все перемазались в краске, у нас было столько эмоций. Кстати, одна из картин, которая участвовала в конкурсе, была картина нашего абхазского художника, наряду с Ван Гогом, там еще какими-то именитыми, Заура Мукба.
Это было очень приятно, что вот организации, что организаторы в каждый вот конкурс, в каждый мастер-класс, в каждую лекцию, они вот что-то старались внести наше, чтобы вот сделать нам приятное. Участники уже на финишной прямой. В середине марта состоится 4-й и последний модуль проекта, на котором лучшие работы будут профинансированы и реализованы. Ирина Богателя, Ахрамичпа, Абхазское телевидение.